Один человек погиб в результате ДТП в Сунжинском районе. Авария произошла сегодня, около часа ночи. 42-летний житель селения Троицкое, не имеющий водительского удостоверения, управлял автомашиной ВАЗ-217030. По предварительным данным, водитель, двигаясь по автодороге Сунжин-Азрань, не справился с рулевым управлением, допустив съезд автомобиля с дороги и столкновение его с деревом. В результате ДТП водитель ВАЗа скончался на месте происшествия. По данному факту полицией проводится проверка. 19 ноября в 17:00 на НТРК «Магаз» состоится прямая линия с главой Ингушетии Махмудом Али Калиматовым. Вы можете задать интересующие вас вопросы или отправить видеообращение на личную страницу главы во ВКонтакте или на номер 8 928 098 23 33 в мессенджерах WhatsApp и Telegram. В ходе прямого эфира вы можете также позвонить на бесплатный номер 8 800 505 45 48. Трансляция прямой линии будет вестись на канале НТРК «Магаз», на официальном сайте, на площадке телеканала «Рутюб», а также на официальной странице во ВКонтакте главы Ингушетии. Сегодня в нашей стране свой профессиональный праздник отмечают участковые уполномоченные полиции. Сотрудников и ветеранов службы поздравил глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Цитата. «Примите искренние поздравления с профессиональным праздником, Днем участковых уполномоченных полиции. Ваша служба играет важную роль в решении задач обеспечения правопорядка и общественной стабильности. Это основное звено в организации профилактики правонарушений и раскрытия преступлений. Многогранная работа участковых требует не только профессионализма, опыта, специфических знаний, полной самоотдачи, но и человеческих качеств, терпения, заботы и поддержки. Являясь универсальными сотрудниками органов внутренних дел, вы в числе первых вступаете в борьбу с нарушителями закона, грамотно решаете проблемы населения, способствуете снижению преступности, оказываете огромное влияние на правовое воспитание подрастающего поколения. Вы также помогаете решать социальные задачи жителей, укрепляете авторитет государственных и общественных институтов республики и страны. Ваш профессиональный праздник – хорошая возможность выразить слова благодарности ветеранам службы и действующим сотрудникам за вклад в поддержание социальной стабильности и обеспечения правопорядка и безопасности на территории нашей республики. Спасибо за важный и нужный труд, за верность делу и высокий профессионализм. Желаю всем крепкого здоровья, самообладания, бодрости духа и успехов в нелегком труде на благо Отечества. Счастья, добра и благополучия вам и вашим близким». Конец цитаты. Мат-Капитал хотят разрешить тратить на лечение. Направлять средства с сертификата можно будет на лечение детей и родителей, если оно не предусмотрено полисом УМС. Если предложение поддержит в Госдуме, то деньги можно будет тратить на длительные курсы терапии или дорогостоящее лечение. Ставки по ипотекам вырастут до 28%. О таком повышении уже объявили в Сбере. Ставка по ипотекам взлетит после того, как ЦБ в очередной раз поднял ключевую ставку. Ранее минимальная ставка на готовое жилье составляла 24,6%, на строящееся – 24,9%. Сейчас для вторичного она составит 28,1%. Соответственно, для первичного – 28,4%. Представители Ингушского государственного университета во главе с ректором Фатимой Албаковой приняли участие в семинаре-совещании «Стратегическое развитие университетов. Трансформация финансовой модели». Мероприятие проходило в Кабардино-Балкарском госуниверситете. В течение 2 дней представители вузов из различных регионов России обсуждали трансформацию финансовой модели университетов и применение инструментов стратегического и финансового менеджмента. Целью дискуссионных площадок стало определение практик повышения финансовой устойчивости вузов и внедрение инновационных подходов в управлении бюджетами. 20 ноября уполномоченный по правам человека в Республике Ингушетия Ибрагим Цычуев и первый заместитель прокурора Республики Ингушетия Тимур Воробьев проведут совместный прием граждан. Жители смогут получить разъяснения о средствах, которые они вправе использовать для защиты своих прав. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Время приема с 10 утра до часу дня. По адресу Магаз, улица Мальсагова, 11. Движение первых вновь объединилось с Росмолодежь Добро, чтобы подарить веру в новогоднее чудо маленьким жителям нашей страны. В рамках благотворительной акции осуществятся мечты детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Узнать, кто может стать участником и отправить свое пожелание, можно на официальном сайте. Старт исполнения желаний будет запущен в течение декабря.